Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кого вы очаровали? Кто вами очарован? Кто попал в ваши сети очарования? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто на себя загадайте. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сделаешь все. Ох, ничего себе. Так, во-первых, здесь не один человек вышел. И помимо мужского пола, тут еще и женщина какая-то вышла. Но сейчас будем разбираться. Так, хочу начать с того, что показали вас. Вас показали лилией, которая начинает цвести. Ну, во-первых, вы стали невероятно сексуальной, соблазнительной. У вас какая-то прям манкость проснулась. Манкость, понимаете, вы к себе маните. Если, девочки, вы над этим работали, я вас поздравляю, вы этого добились. Если вы ничего не делали, ну, значит, ваше время пришло. Время цвести, время показать все свои прелести, раскрыть все свои задатки, способности. Вы очаровательны как никогда. И вот это цветение, оно вот только-только начинается, да, то есть какой-то еще бурный период у вас впереди будет. Вы очень поменялись и внешне, и внутренне. У вас в глазах что-то поменялось. Как какие-то огоньки зажглись у вас в глазах. И вот все, кто вас знал, все это отмечают. В голосе у вас что-то поменялось. Вы стали посвободнее, раскованнее стали, увереннее в себе стали. Вообще совершенно другая. Также физические какие-то изменения у вас произошли. Кто-то прям над кожей своей очень удачненько поработал, кто-то над фигуркой над своей поработал, кто-то научился подчеркивать все свои прелести именно благодаря, например, там, подбору одежды, той или иной одежды. Похорошели, очень похорошели за последние несколько месяцев. И это просто бросается в глаза. Не знаю, видите ли вы это, не видите, это не важно. Важно, что все окружающие на этом акцентируют свое внимание. Смотрите, в вашем круге знакомых есть мужчина, с которым у вас когда-то что-то было. Ну, такое, знаете, неясное и непонятное. То ли вы пытались с ним встречаться, то ли вы симпатию друг к другу испытывали, но потом что-то не заладилось, не пошло. В последнее время этот мужчина из-за вас, ну, просто потерял покой и сон. Он ходит как больной, да, как будто бы у него температура 42,9. Вот в таком состоянии ходит. С одной стороны, знаете, как шанс упущен был в свое время, а с другой стороны, чувство прям с каждым днем все сильнее и сильнее становится. Сразу хочу отметить, что это чувство, оно сильное, и оно называется любовью. Этот мужчина, ну, в этой любовной лихорадке сейчас, грубо говоря, находится. Почему-то этот мужчина 100% уверен, что вы его, ну, не примете, да, что вы ему откажете. Может быть, он вхож в ваши круги, может быть, он знает о вас, о вашей личной жизни, о ваших требованиях к мужчине, либо что у вас есть, например, уже мужчина. Вот ходит сам не свой, в вашем присутствии он просто загорается, у него такой прилив энергии, сил и желаний, а когда вас нет рядом, его вообще ничего не интересует по жизни. Но, знаете, как и хочется, и колется. Какой-то есть серьезный блок, который сейчас ему, ну, никак не поддается, да, какая-то непреодолимая преграда есть.
Возможно, вы понимаете, о ком я говорю, но если не понимаете, то в ближайшее время поймете. Поймете по его реакциям и поймете по его каким-то странным действиям в вашу сторону. Я не могу сказать, что прям ухаживать будет, я не могу сказать, что он вам что-то предлагать будет. Скорее, он будет пытаться быть у вас под рукой, ну, таким, знаете, верным пажом, помощником, палочкой-выручалочкой. Ну вот как хотите, так и называйте. То есть он будет себя показывать. Смотри, смотри, я могу быть нужным, я могу быть полезным. Да? Не прогоняй меня от себя, дай мне возможность. Но мужчину вы этого знаете. Когда-то он вам нравился, а сейчас, ну, просто друг, просто знакомый, просто, не знаю, коллега, приятель. Так относитесь. Спокойно вы к нему относитесь. И вы знаете, еще я вижу, что для вас открытие чувств этого мужчины будет прям дилеммой. Как человек нравится приятный, а вот в виде, например, любовника, либо партнера по жизни, скорее всего, нет. Скорее всего, вот так и скажете, не мой вариант. Не хочу, ничего не чувствую. Да. Я без любви не могу. Но, тем не менее, что есть, то есть. Так, по поводу женщины, которая здесь вышла. Эта женщина гораздо старше, чем вы. Сразу вам говорю, гораздо старше. Женщина, она непростая. Я бы даже сказала, благородная. То есть у женщины жизнь была, например, тяжелая. Женщина всего сама добилась. Скорее всего, какие-то руководящие должности занимала, либо занимает сейчас. Ну, такая важная дама. Смотрите, эта женщина вами восхищается. И еще вы этой женщине напоминаете ее саму в молодые годы, скажем так, да? То есть она проводит параллели, она видит вас, и прям ощущение дежавю. Но с другой стороны, вы гораздо, ну, допустим, смекалистей, гораздо уверенней и гораздо удачливее, чем она. И она не завидует, она наоборот вами восхищается. Не знаю, говорит она вам об этом, не говорит, может быть, в будущем об этом скажет. Но прям да, вы у нее на хорошем счету, она про вас только хорошее говорит. А у кого-то из вас еще отыграется, что она вас даже рассматривает, ну, например, если у нее есть сын, либо внук, да, чтобы, может быть, как-то познакомить, как-нибудь вас там свести, потому что вы ей очень приятные, вот реально приятные. Вот она отмечает все ваши сильные качества, даже те качества, о которых вы сами не догадываетесь. От этой женщины только хорошее ждите. Хорошее. Я не могу сказать, что она любит хвалить, скорее всего, нет. Скорее, она такая, знаете, более жесткая в проявлениях, в высказываниях, но к вам она всегда будет добра. Да, вот это вышло. Так, ну и добрались мы до этого невероятного экземпляра. Ну, здесь просто ангела показывают, ангела с ключом. Вы уж меня простите, но это ангел, и у него есть большой ключ. Это мужчина, который вас заприметил. То есть у мужчины к вам просто бешеный интерес. У одних из вас отыграется, что вы, ну, только недавно познакомились, возможно, даже общаетесь в интернете, а у других отыграется, что мужчина-то вас видит и вами уже интересуется, а вы, как говорится, ни сном, ни духом. У него есть ключ. Ключ от новой жизни, от вашей новой жизни, от ваших новых возможностей, от ваших новых перспектив. Девчонки, лукавить не буду. У кого-то прямо отыграется, что это ваш будущий спутник жизни. Человек, с кем вы свяжете свою жизнь, свою судьбу. Да? Вот по этому ключу. Смотрите, если вы только недавно познакомились, мужчина старается делать вид, такую масочку носить, что типа, ну да, я заинтересован, но не очень. Да? Либо там не на все 100. Да, ты мне интересна, но давай поговорим, давай обсудим. На самом деле, вот так вот себя в ежовых рукавицах держит, с последних сил, понимаете? Прям хочется на вас накинуться, не знаю, обнимать, целовать и, не знаю, в ЗАГС тащить. Ну, либо в постель. Хотя одно другое не исключает, девчонки. Если вы еще с ним не познакомились, этот мужчина проводит невероятную, кропотливую работу
как бы к вам подойти, так, чтобы и не навязываться, и не напрашиваться, но и в то же время, чтобы вам понравиться и расположить вас к себе. Думает, голову ломает, вот как мне это сделать, как ее очаровать. Да? Ведь я уже ею очарован, я ведь тоже хочу, чтобы она мной очаровалась. То есть тут такие мысли у него, такие планы. Он такой еще, знаете, и тактик, и стратег, это все совмещает. Господи, ужас, еще и работает. Но мужчинка молодец, молодец. Так, ну а если вы еще не знакомы, то этот мужчина уже все планирует. Тут у него стратегия, тут у него тактика. Как бы к вам так подойти ненавязчиво, да? Чтобы вы и не взбрыкнули, не отказали, и в то же время, чтобы вас очаровать. Ведь он уже вами очарован, ему ведь хочется взаимности, ему ведь хочется, чтобы все прям, знаете, обоюдно было. Так что, девчонки, держитесь, держитесь. Мужчина думает постоянно, и у вас у некоторых даже ощущение, что вот за мной кто-то следит, за мной кто-то наблюдает. Это он за вами следит и наблюдает. Ну, знакомство неизбежно, здесь 100% неизбежно. А если вы уже познакомились, мужчина просто так от вас не отступит. Он сильный мужик, он привык добиваться своего. В принципе, здесь хороший случай, хорошее знакомство. Опять же, по ключу у кого-то прямо идет, что это судьбоносный мужчина. Да? По ключу он открывает вам дверь в новую жизнь. А знаете, ему есть что вам предложить. Есть что предложить. Он прям с каким-то наследством идет, с каким-то наследием. У него там много всего есть. Начиная там от хорошей работы, заканчивая достаточно приличным имуществом. Да? Он обладает имуществом. И сразу скажу, что мужчина прям такой, знаете, завидный жених. Ну, как раньше говорили. Так, очарован. Но у него такой позитивчик, такое позитивное ощущение по поводу вас. Он прям, видите, уверен, что вы будете вместе. Уверен. И вот прям желание вас тащить вот под крышу дома. Здесь не постельный интерес, здесь именно интерес сердечный, да, чтобы с вами жизнь связать. Не постель только делить, а жизнь связать. Но бывает такое, видишь человека, понимаешь, что хочешь прожить с ним всю жизнь, без остатка, до конца. Вот именно с ней хочу, да, либо именно с ним хочу. Хороший на самом деле знак. Кому-то из вас уже точно пришло время создать семью, стать счастливой и жить полноценной жизнью. Девчонки, как бы там ни было, смотрите, у вас очень классные знаки в венце. У вас собачка и птичка вместе. Но я так понимаю, птичка это вы, а собачка это тот человек, который будет рядом с вами, будет вам очень-очень предан. Да? Такой верный, надежный спутник по жизни. Не буду говорить, что друг, но спутник по жизни. То есть кто-то прям из указанных мужчин, я так понимаю, посвятит вам свою жизнь. То есть будет предан вам до конца. Не могу сказать, кто этот, либо тот, но знаки сами про себя говорят. Так, еще хочу вам взять совет, либо подсказочку на оракуле. Что оракул расскажет о вас, о ваших чарах и о тех, кого вы очаровали. Либо любой другой совет, как сочтут оракулы для вас. Здесь показывают, что вы очень непростой путь по жизни прошли, очень много нехороших людей повстречали. Я так понимаю, что вам очень по мышам в личной жизни не везло. Абьюзеры, идиоты, конченые мужики, которые вам попадались. И дорога была сложной, счастье было малодостижимым. И вы, возможно, даже в какой-то момент разочаровались, закрылись и жили, скорее всего, без любви. Возможно, считали, что так оно и будет. Вот, смотрите, это ваше будущее. Гнездо, да, там детишки, прекрасная обстановка, замечательный мужчина, верность, преданность, забота и любовь. Это ваше будущее. Так, что еще? Страсти вам идут. Страсти, Господи. Тут говорят, что вы как ребенок. Ребенок, который еще не видел настоящих страстей в жизни. Они будут у вас, 100% будут. А кому-то прямо говорят, от большой страсти будет ребеночек. Ребеночек будет. Так.
Дом у вас хороший будет. Дом. Чего лиса вышла? Смотрите, говорят, что будет у вас дом. Дом полная чаша. Хороший, прекрасный дом в будущем. В доме будет любовь, в доме будет счастье. Показали лису и показали книгу. Девушки, ну здесь как предупреждение идет вам, скорее всего, как предупреждение, чтобы вы были внимательны, кого вы в свой дом пускаете. Особенно к женскому полу, да, будьте повнимательней. Проверять, присматриваться и не доверять свои тайны. У вас вот месяц, он идет переломный. Этот месяц, этот лунный цикл, да. Сейчас у нас новолуние, полный лунный цикл. Он идет переломный, вот именно в плане личной жизни. Из пустоты да в густоту у вас идет. В этом лунном месяце у вас будет очень много ярких, таких страстных и пикантных событий. Так что, мои хорошие, все будет замечательно. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.